Взаимодействие власти и жителей. В Якутии состоялась первая дискуссионная площадка. Для чего решили их проводить? Новые бассейны и катки. В Якутии появятся 3 спортивных комплекса. Палатка, способная противостоять мощным порывам ветра. Уникальная разработка якутянина. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. В селе Улаханан Хангаласского района под руководством Айсена Николаева прошла первая дискуссионная площадка на тему «Роль сельского хозяйства в развитии республики». В ходе сессии ее участники обсудили наиболее острые проблемы отрасли и определили дальнейшие мероприятия по ее развитию. Дискуссионную площадку открыл руководитель республики. Он обозначил цели нового формата взаимодействия власти и жителей Якутии. Среди участников эксперты, руководители бизнес-структур, фермерских хозяйств, представители профильных некоммерческих организаций, общественники. В соответствии с майскими указами Путина у нас стоит задача перед правительством и регионами о том, что долю экспорта надо в структуре валового продукта, внутреннего валового продукта поднять до 20%. В этой связи у нас есть предложение, на самом деле, как это можно сделать с помощью дикоросов, с помощью ягод в том числе. Первое преимущество – это, конечно, огромный объем наших дикоросов. Допустим, изученный объем только брусники составляет 2 миллиона тонн. Если мы, Арсений Сергеевич, освоим всего лишь 0,1%, то есть 1/1000 нашего потенциала промыслового, допустим, по бруснике, то мы сможем выйти на объем 2000 тонн. Это внесет там в структуру экспортной корзины нашей, да как это называется, корзина, не корзина, 35 миллионов долларов. К 2024 году мы сможем продавать продукцию на 35 миллионов долларов США в год. Движение по понтонной переправе закрыто для всех видов транспорта в связи с поднятием уровня воды на реке Малая Бутообуя. Речь идет о главной транспортной магистрали западной части Якутии – автодороге Вилюй в районе 1151 километра. У жителей Чульмана, Алдана и поселка Марха в Якутске появятся новые возможности для занятий спортом. Здесь построят новые физкультурно-оздоровительные комплексы. Распоряжение об этом подписал руководитель республики Айсен Николаев. Как сообщается, власти выделят земельные участки, а компания «Газпром» профинансирует само строительство. Так, спорткомплекс в Алдане будет иметь 2 бассейна – детский и взрослый. В Чульмане – каток, который будет готов принять за смену 120 человек. А физкультурный центр в Якутске будет располагать и катком, и 2 бассейнами. Как отметил Айсен Николаев, строительство новых спортивных объектов будет способствовать не только развитию детско-юношеского спорта, но и формированию здорового образа жизни. У компании «Алроса» появится единый топливно-заправочный пункт. Весь процесс автоматизированным. Им будет управлять оператор. Он сможет вести учет топлива и следить за другими показателями. Подробности знает моя коллега Мария Урцева. Это будущий топливно-заправочный пункт. Именно здесь будет заправляться весь автотранспорт компании «Алроса». Станция будет полностью автоматизирована. Сейчас на стройплощадке один из важнейших этапов работ. Проводим пусконаладочные работы, отстраиваем задвижки. По зиме у нас возникли с ними проблемы. Сейчас ребята приехали с завода, с Чебоксар. Работаем с ними активно, они нас учат. Новый топливозаправочный пункт будет разделен на 2 зоны. Одна для заправки грузовых машин, вторая для легковых автомобилей. Всем процессом будет управлять оператор. Причем монтажники уверяют, благодаря автоматизации очереди пополнить бак не будет. Топливозаправочный пункт построил специально для компании, для того, чтобы весь транспортный парк мог заправляться именно вот в одном месте, в этом пункте. То есть здесь и нефтепродукты, и бензин, и солярка, то есть все виды транспорта могут заправляться здесь безболезненно и своевременно. То есть очень большие объемы, так что вся техника не будет там простоять в очередях. Сейчас на объекте завершаются последние работы, и уже в конце сентября планируют провести его пробный запуск. Мария Урцева, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». В эти дни в столице республики проходит выездное заседание комиссии Совета судей России. Участники рассмотрели задачи и перспективы дальнейшего развития информатизации судов, эффективность использования возможностей электронной системы правосудия и ее внедрения в регион. Во второй половине дня судьи на примере отдельных районов Якутии рассмотрят применение этой системы. Выездной совет продлится до 27 июля.
Цель нашего выездного заседания именно в Республике Саха-Якутия – это проанализировать развитие информационных технологий с учетом специфики данного региона. Мы, конечно, понимаем, здесь огромные расстояния, территория, удаленность населенных пунктов. И именно в связи с этим информационные технологии они будут наиболее востребованы для судебной системы Республики Саха-Якутия. Потому что задача, прежде всего, внедрения электронного правосудия – это обеспечение доступности правосудия для граждан, возможность людей обратиться за судебной защитой независимо от их места нахождения, места проживания. Сегодня состоялся брифинг министра образования и науки Якутии Владимира Егорова по итогам международных интеллектуальных игр. Напомним, в соревнованиях приняли участие 1500 школьников. Большой кубок интеллектуальных игр завоевала школа математики и науки из Сингапура, а абсолютным победителем стал ученик из Казахстана. Генеральный спонсор компания Майтона вручила ему $5000. Наши ребята, в принципе, показали себя очень неплохо. Если брать, например, чисто 5 конкурсных дисциплин, 5 конкурсных направлений, то среди победителей оказалось 20 школ из нашей республики. Это, получается, приняло участие 151 школа, и среди них 20 наших школ получили, школьники из 20 наших школ получили призовые места. Так? И хотел бы отметить школу, физико-технический лицей имени Ларионова, который в общем командном зачете за Большой кубок международных интеллектуальных игр занял 4-е место вслед за командами Сингапура, Румынии и Казахстана. Рекордное количество документов было подано в Медицинский институт Северо-Восточного федерального университета в этом году. Более 1100 заявлений на немногим более 250 бюджетных мест. Таким образом, конкурс составил более 4 человек на одно место. Приемная комиссия вуза на этой неделе завершает прием документов у поступающих на бакалавриат и специалитет по результатам единого госэкзамена. Зарегистрировано почти 8,8 тысяч заявлений по всем направлениям подготовки по программам бакалавриата и специалитета. Как рассказали нашему телеканалу в пресс-службе университета, самое востребованное среди абитуриентов направление – лечебное дело, на которое подано более 450 заявлений. Напомним, что дети, инвалиды, сироты и другие льготники теперь могут подавать документы на прием по отдельному конкурсу сразу на 3 факультета в 5 вузах, а не выбирать один, как раньше. Изменения в закон об образовании уже начали действовать. Как отмечает издание, речь идет о поступлении по квоте, которую для льготников выделяют высшие учебные заведения. Такие абитуриенты проходят по отдельному конкурсу, который на практике существенно ниже общего и имеет преимущество при зачислении. Палатка особенно незаменима летом. Житель Якутска Николай Кудрин сделал своими руками палатку «Геокупол» из стальника. Для сооружения он использовал 70 штук отрезков и соединил обычными болтиками. Размер палатки можно изменять по своему усмотрению. Но самый идеальный вариант, по словам Николая, палатка высотой 2 метра и с диаметром 4. Такой купол можно установить где угодно, будь то лесной массив или садовый участок. Также сферическая форма способна противостоять самым мощным порывам ветра. Размеры взяты с интернета, я там смотрел. Это самый оптимальный вариант, высота 2 метра, диаметр 4 метра, оптимальный. И по штукам где-то 70 штук тальников, отрезков. Все это вместе собирается, разбирается. Болтовое самое такое соединение, прочное, я считаю, но можно и другими способами собрать. Если дома делать на даче стационарно, который таскать не надо, тогда на шурупах, на саморезах можно собрать. Более 11 способов я просчитал. Он применение. Как беседка, как детская площадка, шалаш детский, как баня может быть, как сауна можно сделать. И в завершении выпуска еще немного, и Николаевская церковь в селе Саныахтах вновь распахнет двери для своих прихожан. В 2012 году строительство храма было инициировано жителями Наслега. Подробности у нашего корреспондента Елены Фаст. Село Саныахтах издавна было крупной точкой на карте Алекминского района.
Уже в 1891 году здесь на средства прихожан было начато строительство церкви. В годы советской власти в здании размещался клуб, пока в 1932 году оно не сгорело. Минуло более века, и вновь по инициативе жителей в 2012-м, после благословения епископа якутского и ленского владыки Романа, здесь начали строить церковь. Собирали всем миром – население, пожертвования организаций предприятий. Тем не менее, к завершенному виду Николаевская церковь пришла к 2018-му. В этом году мы должны закончить строительство вот этого храм-часовни Николаевской. Здание почти готово, и даже первые иконы, старинные, переданы в дар одним из жителей. Эти две иконы подарил вот этой церкви, уезжая в Нерюнгри, переехали они, Суханов Владимир Павлинович. Это иконы его родителей или его бабушки, наверное, я так полагаю, потому что он пришел и сказал: я уезжаю, сам он вроде как неверующий, поэтому он на родной земле здесь оставил. Некогда звенел и колокол над селом. Приехали и забрали в музей в Черкех. Сарун Амаллон приезжал, говорят, это уже без меня было, я позже приехал. Они где-то это было в 77-78 году, наверное, где-то так. Для окончания строительства требовались средства. Удалось войти в одну из программ, благодаря которой скоро жители вновь обретут место, где некогда молились их предки. По программе, тоже через устойчивую программу территорий, мы вот сейчас будем достраивать еще вот церковь, будем достраивать. В этом году через тоже Министерство сельского хозяйства дополнительно нам выделило 1 миллион 550 тысяч рублей. Ну и сам Наслек тоже этот проект софинансировал на общую сумму где-то около 2 миллионов рублей. Елена Фаст, Алекминск. Таковы новости к этому часу. Еще больше актуальной информации вы сможете найти на наших интернет-сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до встречи в эфире.